Зину Ахметову, ведущего научного сотрудника, замдиректора Государственного музея изобразительных искусств. И она расскажет, советник директора, и она расскажет о Родченко и Варваре Степановой, как о брендах. Да, я хочу рассказать о Александре Родченко и Варваре Степановой. Это, в общем-то, тема, которая вкладывается тоже в эту тему. Потому что, Александр Родченко и Варвара Степанова – это бренды русского авангарда. Но, наверное, для многих, может быть, будет открытием, что, в общем-то, чуть ли не четверть своей жизни Родченко прожил в Казани. Когда я узнала о том, что... Давайте сделаем просто слайд-шоу. Значит, они уже сами по себе бренды искусства, да, даже не то, что российского искусства, а искусства мирового. Но такая значительная часть их жизни, особенно Александра Родченко, связана именно с Казанью. И появился сам Александр Родченко здесь примерно в 1901-1902 году со своей семьей и прожил здесь около 15-16 лет, до 16 года. Вот. И потом, конечно, тоже имел свои определенные связи с Казанью, о которых я вот тоже сейчас скажу. И поэтому говорить о том, что Родченко и Степанова должны быть брендами города Казани, это, по-моему, справедливо. Раз уж это мировой бренд, почему он не бренд в городе Казани? Потому что до какого-то определенного момента, в общем-то, это было даже неизвестно, что он здесь вообще прожил определенный отрезок жизни и оставил свой след здесь. Я чуть-чуть расскажу о том, какое отношение он имеет к Казани. Да? То есть я сказала, что он приехал с родителями из Петербурга, он родился в Петербурге. Значит, я так думаю, что отец, может быть, из-за климата решил переехать в какое-то другое место. Он был бутафором в Петербурге, и, наверное, он, скорее всего, был бутафором и в Казани. А мать его была прачкой, администратором, значит, в различных клубах, там, кафе, шантанах и прочее. И у него еще был старший брат, который, вообще-то говоря, остался в Казани после переезда Родченко в Москву, и в Казани до сих пор проживает внучатый племянник Родченко, Владимир Александрович Родченко. Так вот, здесь, в Казани, будущий художник Александр Родченко решил стать художником. То есть это вообще такой, наверное, самый главный факт того, что дала Казань ему, потому что у него были разные, он оставил, в общем, дневники и записки, которые были написаны позже в память о Маяковском, с которым он подружился. Вот, и он, значит, там описал как раз вот этот момент, как он решил стать художником. Но поскольку он свое детство провел в театральном такой атмосфере, да, то у него какие-то фантазии были очень неясные. Он понимал, что ему хотелось заниматься каким-то творчеством. Он сначала не понимал, что же бродило в его голове. И тут однажды он попал в городской музей, вот ныне, национальный музей, да, и увидел там картину. Вот эта вот картина как раз, значит, вот эта картина, она находится в Музее изобразительных искусств, она живая, большая, огромная картина художника Белащенко, такого, полуакадемического художника, картина «Вий» на сюжет Гоголя. И когда он ее увидел, он прям буквально это описывает, она решила всю мою жизнь. Я решил стать художником. Представляете, да? В общем, довольно символически, потому что вот главный герой держит свечу у сердца, да, в каком-то смысле эта свеча была зажжена у самого Родченко. И он решил стать художником. И он поступает в 1910 году в Казанскую художественную школу, он поступает туда вольнослушателем, потому что образование у него было всего 2 класса церковно-приходской школы. То есть он получил начальное образование, у него не было соответствующего аттестата об среднем образовании, и он посещал только художественные классы. И, собственно говоря, он еще получал казенное содержание в школе, потому что он был
очень бедной семьи, а отец его к тому времени умер. Ну и, как ни странно, Родченко, значит, был учеником всемирно тоже известного художника Николая Ивановича Фешина. Он тоже оставил о нем свои воспоминания. Я не буду долго рассказывать, как он учился в школе, да, тут это тоже довольно такая большая тема. Были найдены и ведомости. Ну, это вот как раз Родченко вот сидит как раз вот здесь, вот, смотрит на девушку. Его, можно сказать, первая любовь Тамара Попова. Вот. Это стена художественной школы. Здесь вот тоже фотография, где висит одна из его ученических работ. В 2013 году он уже выступал вместе с своими преподавателями в одной из ученических, ну, периодическая так называемая выставка. Здесь висит как раз одна из его картин. Вот эта вот картина как раз там на фотографии висит. Она находится в Челябинском музее художественном. Он познакомился, значит, в 2012 году он познакомился с профессором Адлером, одним из основателей этнографического музея в Казанском университете, тот самый музей, который сейчас существует. Познакомился, потому что, ну, его попросили уже там нарисовать некий заказ, и вот он, скорее всего, вот этот заказ он выполнял, вот такие карточки сохранились в самом музее, да, которые были написаны как раз в начале 10-х годов. Атрибутировать их сложно, они не подписаны, но судя по палитре, судя по тому, что это достаточно такие неумелые, может быть, не совсем профессиональные рисунки, можно предположить, что это было именно он, Александр Родченко. То есть он написал вот такие этнографические карточки с экспонатами музея этнографического. Вот их много достаточно. Здесь же в Казани у него, я уже говорила, состоялась первая выставка, ну их прошло вообще как бы несколько таких, вместе с учителями, с тем же Фешиным. Он получил рецензию в газете, очень благосклонной, кстати говоря, в 2013 году. И в 2013 же году он, значит, познакомился с Николаем Андреевым, это юрист на заводе Петцельда, такой меценат, значит, казанский. Познакомился, он впервые, вот первая картина, которая была куплена у Александра Родченко, была куплена именно им. И, скорее всего, даже эта картина сохранилась, но она, как я так понимаю, она была продана на зарубежных аукционах, эта работа, поэтому, ну, к сожалению, мы ее уже, наверное, не знаю, когда увидим. Вот это Николай Андреев. Но здесь вот различные каталоги, да, то есть он попадал в каталоги, он был достаточно активный, такой общественный молодой человек, хотя у него была довольно сложная социальная жизнь, скажем так. Вот, по-моему, это как раз и есть та самая работа, да, вот у нас картинка с аукциона, которую, скорее всего, Андреев купил, потому что происхождение ее из коллекции Андреева. Ну вот он тут с другом. Значит, что еще важного оставила в Казани для Александра Родченко, это то, что где-то к 2015 году он вообще работал в стиле таком, ну, мироискусничества, модернизма, модерна. Вот, и, значит, где-то к 2015 году он понимает, что в искусстве вообще происходят кардинальные изменения, язык изобразительный меняется, и он начинает свои собственные поиски, в оторванности, в общем-то, от Москвы, поиски в беспредметном искусстве, то есть современном, модерновом искусстве. И в 2015 же году он создает беспредметные композиции, то есть он сам для себя, что называется, их открыл. Вот, но это вот работа, значит, из серии девушек, вот зная, что в мире-то существует уже кубофутуризм, да, это работа из нашего музея как раз «Девушка с цветком», целая серия, они есть еще, по-моему, в Перми, в Кирове, вот эти вот девушки. То есть это вот период Казани было создано как раз в нашем городе. То есть на самом деле вот 15-й год это год, когда впервые в Казани появился свой первый авангардизм. Но надо сказать справедливости ради, что у него еще был друг Игорь Никитин, тоже работавший в этом же направлении, но, к сожалению, работа с Игоря Никитина практически не сохранилась. Ну так, единичный экземпляр, но получилось, что Родченко все-таки сохранился лучше намного. Вот. Ну и, значит, тут еще надо сказать, я тоже очень быстро буду говорить, да,
Он познакомился в Казанской художественной школе, на самом деле, тоже такой важный момент в жизни любого человека, наверное. Он познакомился с Варварой Степановой, которая тоже училась здесь, и у них начался роман. Ну, тут еще есть такой своеобразный подтекст, который тоже относится к Казани очень непосредственно. Варвара Степанова к этому моменту, она была замужем. Она была его на несколько лет моложе, на 4 года, да, была совсем молоденькая девушка. Она, когда здесь начала учиться, она уже была замужем. И замужем она была за будущим архитектором Дмитрием Федоровым, который тоже вот учился как раз в Казанской художественной школе на архитектурном отделении, но уже к этому моменту закончил. Так получилось, что Федоров и Родченко дружили. Ну, жили они рядом в Собачьем переулке. Ну и, в общем, познакомились на свою беду, что называется. Дмитрий Федоров, известный казанский архитектор, на самом деле, он после окончания Казанской школы, он уехал в Москву и увез с собой Варвару, не закончившую школу. И по некоторым сведениям он там поступил в бюро то ли братьев Ясниных, то ли Желтовского, то ли Шухова. Как-то сложно, вот какие-то есть разные варианты, в какие школы он туда, бюро поступало архитектурное. Но где-то там он, видимо, вот познакомился с будущими архитекторами-конструктивистами, в том числе, конечно, вошла в этот круг и Варвара Степанова. Вот. Но роман у них уже начался с Александром Родченко, они переписывались, там он, видимо, приезжал периодически в Москву. Значит, но потом Федоров попал на фронт, как и Родченко потом попал. Значит, и потом Федоров вернулся в Казань. А Родченко, наоборот, уехал из Москвы в Москву к Варваре Степановой. Вот. Что касается самого Федорова, да, это художник, архитектор известный, он художник, в принципе, да, это один из членов объединения «Всадник», известный, в общем, тоже. Он делал абстрактные, беспредметные тоже работы, ну, такие примитивистские работы. Ну, а самые такие, наверное, его известные архитектурные произведения, это, во-первых, лестница в Ленинском саду, да, которую он делал с Федором Гавриловым, дом чекиста, ему приписывают дом Мергасова, Мергасовский дом, вот тот самый, да, на Ковид-нажми. Значит, и потом в 30-х годах он был главным архитектором Казани. Но, к сожалению, его карьера очень резко оборвалась в связи с делом Павла Аксенова, при котором он как раз и был вот, главным архитектором. И, в общем, жизнь его достаточно так печально закончилась, он начал болеть, очень боялся, в общем, таких каких-то историй. То есть он не сел, но жизнь его была просто очень сильно сломана. Сам же Родченко в 20-е годы, он не потерял вот эту связь с Казанью. Я уже говорил, что жил его здесь брат, мать оставалась. И он еще дружил с вот как раз Бруно Адлером, который был, значит, профессор, значит, Казанского университета, и он возглавлял, скорее всего, значит, занимался курированием, что ли, учебных программ в Архумасе. Сохранилась, например, программа лекционная по современному для того времени искусству, да, значит, мировому, а потом еще и русского авангарда, того существующего на тот момент. Вот. То есть сам Родченко не терял, в общем, до какого-то момента связи с Казанью. Я, к сожалению, пока не знаю, до какого момента он ее не терял, потому что, брат-то вообще-то жил в Казани, он и умер, а мать переехала потом в 25 году к нему в Москву. Вот. И, конечно, два этих имени выдающихся, да, они на самом деле это два выдающихся имени, мировые знаменитости, можно сказать, потому что, Александр Родченко буквально каждый год делается по миру, вообще проходят выставки, 2-3 выставки, вот абсолютно точно, я это дело отслеживаю постоянно, да, в мире всегда происходит, в Америке, в Японии, в Европе, в Европе еще чаще даже. Родченко знают все, его за ним постоянно, значит, за его произведениями как бы следят и всегда хотят его выставки. Конечно, возможно, что, если мы говорим о культурных кодах, возможно, что произведение, тем более, что ведь это один из создателей такого направления художественного, как конструктивизм, да? Один из действительно основателей этого направления, все-таки должен по справедливости быть вот этим самым визуальным брендом города Казани, может быть, даже каким-то
смысле некоммерческим брендом. Потому что, ну, видите, что и в какой-то степени и облик города Казани сформирован именно вот представителями этого направления художества. Это во многих, конечно, городах понятно. Но у него есть и заслуги перед, скажем, музейным делом, перед, я не знаю, там. Ну, но Родченко это и фотография, это и дизайн, это и художник кино, театра, тканей, это художник книги, выдающийся совершенно, да? Это и художник, график. То есть совершенно такой человек возрождения, можно сказать, авангардного. Ну и сама Степанова, известная амазонка авангарда, тоже не менее известная во всем мире. И я считаю, что, конечно, вот то, что это до сих пор еще не бренд Казани, да, это наше большое упущение. У нас не каждый день появляются такие имена в городе. Ну, я, наверное, на этом закончу, да? Ну, это вот одно из типичных его произведений периода как раз становления конструктивизма. Он потом живопись, графику бросил, занялся дизайном, фотографией и так далее. Спасибо огромное. Вот. Мы, наверное, прослушали, а где он конкретно жил в Казани? Адрес? У него есть несколько адресов. Самый его последний адрес был Собачий переулок. Дом этот снесен. Он не сохранился, дом. Но он бывал, вот есть на Большая Красная, дом, как она, гимназии Шумковой, по-моему, вот где жил Николай Андреев, это Жуковского, вернее, так, Жуковского, да, переулок. Вот он там бывал. Потом на улице Большой Литьковой у него, видимо, он снимал квартиру. И еще я сейчас запамятовала, еще какие-то адреса, вот просто они прописаны, что он там жил. Квартиры снимал даже, ну, в отдельности от семьи, от матери. Он пытался жить отдельно. А первую любовь вы сказали, про нее что-нибудь еще известно? Конечно, да. Эту девушку писал портрет, несколько портретов известный Николай Фешин, это, ну, соученица его, Тамара Попова. Она, к сожалению, она не стала там, скажем, выдающейся художницей, но это была девушка очень красивая, как бы такая с косами, роскошными, черными, да. Тамара Попова, да, известно, кто она такая. Он оставил в дневнике очень много таких записей очень романтических. Но судьба его вот нашла совсем в другом месте, что называется. Да, перейти к другому докладчику. Давайте. Спасибо огромное.